Здравствуйте, уважаемые туркменистанцы и наши слушатели. Сегодня пятница, 18 февраля 2022 года, и мы снова приветствуем вас на своем канале Народного движения «Демократический выбор Туркменистана». Сегодняшняя тема моего выступления – выборы в Туркменистане. Как проходит предвыборная кампания или же суровая реальность. Немного предыстории. Прежде чем начать говорить об этом, я бы хотел рассказать вам немного предыстории этого внеочередного избрания руководителя страны. 11 февраля, как вы знаете, Гурбангулы Бердымухамедов на внеочередном Народном совете объявил о том, что он устал, он должен уйти в отставку и надо передать кресло молодым. Вот все, кто хочет в оппозиции или где-то находится за пределами Туркменистана, может приехать и участвовать на этих выборах. Задается вопрос, а как приехать, если дороги закрыты? Если все закрыто, если между вилаятами, то есть между областями закрыто, если между этрапами дороги закрыты, то есть между районами дороги закрыты, если дороги закрыты, самолеты не летают, нету авиасообщений, есть только чартерные рейсы по списку. А как приехать в Туркменистан для участия? Как проводить предвыборную кампанию? Как проводить предвыборную агитацию? Как собирать подписи и так далее, и так далее, и так далее. То есть слова, сказанные в воздух. Но это еще ничего. Идемте дальше. 12 февраля, после его очередного выступления на внеочередном народном собрании, Меджлис Туркменистана, согласно Конституции, объявляет о назначении выборов президента Туркменистана 12 марта 2002 года. То есть за 30 якобы дней. Сразу после этого к этим выборам подключились все основные кандидаты. Итак, основной и победный кандидат 12 марта, услышав это, проводит Демократическая партия Туркменистана проводит выборы внеочередные. И 14 февраля на своем съезде выдвигает своего кандидата, единственного, Сердара Бердымухамедова, на пост президента Туркменистана. Но это понятно, так должно было быть. Смотрим дальше. 15 февраля на своем 4-м внеочередном съезде аграрной партии там выдвигается еще раз другой кандидат, но уже Агаджан Бекмурадов. Он является заместителем хакима Марийского вилаята. То есть у нас появляется один кандидат от Демократической партии, Сердар Бердымухамедов, сын настоящего президента, временно исполняющего. И второй кандидат у нас появляется днем позже, Агаджан Бекмурадов. То есть вот два кандидата появились. Естественно, за пределами Туркменистана оппозиция, поверив в эти слова, народ, обрадовавшись, несколько кандидатов подали свое заявление на участие вот в этих внеочередных выборах президента Туркменистана, рассчитывая, что все кандидатуры будут рассчитаны. Я тоже подал свою кандидатуру, но посмотрим, зарегистрируют ли нас, будут ли приниматься наши все регистрационные документы или нет, это покажет время. Тем не менее, в Туркменистане Центр избирком сообщил о регистрации 6 инициативных групп граждан, которые должны подать свои кандидаты. То есть, эти инициативные группы выдвинут своих кандидатов, 6 кандидатов, но для этого, прежде этого, согласно статье 44 избирательного кодекса, они должны набрать 10 тысяч подписей в короткий период и предоставить все в избирательную комиссию, и после этого и кандидаты этой инициативной группы будут зарегистрированы. Очень интересно, как они будут собирать эти подписи, если между вилаятами, то есть областями, дороги закрыты, если между атрапами дороги закрыты. Как это вообще будет проходить? Потому что в Туркменистане объявлен карантин. Неофициально. Все закрыто. В Туркменистане все делается неофициально. Ладно, и это еще ничего. Это, можно сказать, они идут по процедуре, да. То есть по процедуре там столько нарушений, мы об этом отдельно сделаем выпуск. Но сегодня уже они идут по той процедуре,
накатанной, где народ ничего не говорит, где оппозиция молчит и так далее. То есть обычные фальсификационные процедуры. Почему я так говорю? Давайте рассмотрим информацию, которую мы получили, я получил лично, общаясь с членами избирательной комиссии. Итак, я общался с директорами школ, с преподавателями, которые участвовали в выборах 2017 года. Они открыто говорят, техника фальсификации осталась как и прежде, с 1992 года. Ничего не поменялось, нам так уже сказали, нам уже объяснили, какой кандидат, сколько голосов и так далее, и так далее, и так далее. Ранее я сообщал, что каждый хаким, каждого вилаята, каждого этрапа имеет сводные данные, которые он должен предоставить руководителю избирательной комиссии, то есть по инстанции. В противном случае он отвечает своей головой, и голова слетит. Кроме этого, полиция и национальная безопасность, которая называется МХМ, они тоже отвечают за эти выборы, и они, если хаким не исполняет эти данные, они, значит, ему не отрубают голову, а привлекают к уголовной ответственности. То есть настолько все контролируется со стороны избирательной комиссии, а задание избирательной комиссии дает временный исполняющий президент Туркменистана. Что надо сделать и кто должен выиграть и каким образом. Поэтому то, что будут больше 8 участников, они соберут голоса, эти 6 инициативных групп, в этом никто не сомневается. Я уже сегодня видел фотографию, где 9 участников, которые кандидаты в президент Туркменистана, которые находятся на территории Туркменистана. То есть эти инициативные группы, если соберут за короткое время 10 тысяч подписей за каждого кандидата, по 300 подписей в каждом этапе, это будет не то что чудо, это будет диснейлендовский мультфильм. Потому что физически этого сделать нереально. С учетом карантина вообще даже, значит, 100 человек не соберешь. Но посмотрим, как это будет получаться. Так вот, члены избирательного участка рассказывают, что в 2017 году, когда они принимали участие в выборах, это было следующим образом. Все люди голосовали, давали свои паспортные данные, все регистрационные документы. Мы регистрировали. И в конце, в 12 часов ночи, мы опустошали этот ящик, сливали в мешок. Мешок вместе с мешком поджигали все бюллетени, садились и до 4 утра пятером преподавателей под контролем директора, под контролем руководителя местного национальной безопасности и полиции мы заполняли, ставили галочки в бюллетенях и бросали эти бюллетени. То есть, кроме того, что административный ресурс был, они еще сидели, фальсификацию делали. На выборы никто никогда не ходит в Туркменистане. Уже не верят. Уже настолько их обманывают, сколько раз выборы были, только Бердымухамедов обманул их 3 раза. Уже они не верят. Никто не верит. Даже с учетом административного ресурса, который приходит и голосует только за Сердара Бердымухамедова, за сказанного человека, потому что проводятся сейчас уже собрания в организациях и говорят, не проголосуйте за Сердара Бердымухамедова, будете уволены. Не поверите? Я вам расскажу один случай, который вчера я узнал от нашего гражданина Туркменистана. С одного вилаята, потом с другого, с третьего вилаята мне подтвердили другие активисты и другие простые граждане. Они звонили мне и жаловались. Преподаватель в школе говорит, собирает учеников и говорит, завтра все должны принести, это вот было на днях, 2 дня назад, принести все копии паспорта своих родителей, чтобы они написали свои адреса, чтобы написали e-mail адреса, свой номер телефона. Это обязательно. Кто не принесет, этот человек будет отчислен со школы. Этих родителей заберут сотрудники национальной безопасности. А вас, так как вы без родителей, передадут в детский дом. Некоторые родители специально не дали. И сказали, почему, на каком основании. На следующий день преподаватель объяснил, понял, что начали люди возмущаться, говорит, это надо для того, чтобы мы, вот в этой школе есть сайт специальный, чтобы мы на сайте вам доступ сделали. Чтобы вы могли на сайте увидеть оценки ваших
учеников. Ну, это смешно. Поэтому, почему? В Туркменистане нету интернета. 15 дней не было интернета. VPN закрываются, ловят людей, кто дает VPN, всех компьютерщиков, всех этих интернет, не кафе, а интернет, который ремонтирует сотовые телефоны. Ребята открывают интернет за свои деньги и раздают. Их на 15 суток закрывали. Никто не раздает. Через заграницу они берут VPN, и это все преследуется. Домой приходят, проверяют, если VPN заставляют выключить. Боятся, они закрылись. Туркменистан закрылся. И теперь в отдельно взятой школе преподаватель маленький говорит, что сайт этой школы. О чем вы говорите? 30 лет нету интернета в Туркменистане. Не то, что сайта нету. Сайт Министерства образования, он не работает. Там нету никаких данных. В какой-то школе, в каком-то колхозе, районе будет работать сайт, где можно будет увидеть оценки учащихся. То есть она вот эту версию сказала. Родители, не поверив, не дают паспорта. Но тем не менее, сейчас даже таксистов останавливают, проезжих останавливают инспектора и берут копии паспортов и относят, значит, своим руководителям, которые дают в соответствующие участки, где эти люди проживают, чтобы эти приписки, значит, организовать. Потому что без данных паспорта им очень трудно организовать эти приписки. Вот такая ситуация в Туркмении. Кроме этого, они откровенно, открыто говорят, мы не хотим голосовать за Сердара Бердымухамедова. Один даже гражданин говорит так. Он сам является преподавателем. Я 30 лет прожил в диктатуре, видел программу президента, старого президента Гурбангулы Бердымухамедова, который является председателем Народного собрания Туркменистана, то есть председатель парламента. Он же является председателем Государственного совета по безопасности страны. Его программу видел, она на 30 лет. Значит, сын, который сейчас победит, а он победит, в этом никто не сомневается, значит, мы опять 30 лет будем жить в этой диктатуре. Потому что через некоторое время его сделают пожизненным. То есть 40-летний сын президента, действующего, то есть он не временный, он постоянный, вечный, становится сын президента, которому 40 лет, и мы будем еще проживать 30 лет в диктатуре. И он мне говорит, то есть я за 60 полную свою жизнь буду в этой диктатуре, когда же я получу свою свободу? Моя жизнь уже закончилась. И еще как бы 30 лет осталось. В Туркменистане много не живут, вы знаете. Ситуация очень тяжелая. Депрессия, психика ломается, диктатура давит, никаких свобод нету. Люди долго не живут. Они то сердце, то давление, то еще что-то. У них, значит, они не доживают до 80-90. Там. Таких жителей очень мало, особенно в последнее время. Очень много людей умирают. От режима умирают, я посчитал, в месяц минимум 150 человек умирают только от режима. Себя вешают, себя убивают, уксус пьют, не выдерживают ситуацию, нету работы, занимают $100, $200, не могут рассчитаться, убивают себя, вешают себя, сердце останавливается, останавливает давление, еще что-то погибает. Кто-то в аварию попадает, кто-то за границей, те же проблемы, которые есть, не может домой попасть, еще больше депрессии, детей своих не видит. То же самое. В итоге по Туркменистану в месяц умирает 150 человек. В день 5 человек умирает только из-за того, что в главе руководства Туркменистана находится диктатор, президент Туркменистана Бердымухамедов. Уже я не знаю, какого назвать. Сегодня это Гурбангулы. Ровно 12 марта это будет Сердар Бердымухамедов. Ну, в общем, Бердымухамедов вы. Поэтому ситуация такая. Уже копия паспортов собирается, фальсификация идет. Тема фальсификации четко отработана за 30 лет. Уже их предупредили, также будем работать. Ответственные пришли. Сотрудники нас безопасности сказали, никуда не рыпайтесь, как обычно. Они как делают? В 12 часов ночи, как говорится, вскрывают все. Эти для подсчета голосов. Все эти бюллетени сразу в мусорку, которая не за Бердымухамедова, нечетко. Сжигают их сразу. И вместо них заполняют карточками, то есть бюллетени, птички ставят основные бюллетени. Потом сидят,
плачут друг друга, когда нацбезопасность ходит, сидят, пьют, кушают, плачут друг друга и говорят, что мы можем поделать. Ну, естественно. Мы разговаривали с мэром города одного, с мэром Эль-Трапа, с двоими разговаривали. Они говорят открыто. Спереди нас безопасность, сзади нас безопасность, справа нас безопасность, слева сотрудник нас безопасности. Мы же ничего не можем делать. На нас не рассчитывайте. Или меня голову снесут, или я даю эти данные, которые мне спустили. То есть вот такие фальсификационные выборы в Туркменистане пройдут. Уже идут эти предпосылки к этому. Уже с избирательных участков нам говорят, что будет только так, другой ситуации нет. Жаловаться некуда. Сам хаким вилаята в этой схеме, и он требует. С него требует председатель Халк-Маслахаты Бердымухамедов. С него требует председатель Государственного совета, секретарь Совета Безопасности, секретарь Аманов. С него требует руководитель национальной безопасности. У него вариантов нету по-другому поступить. Если вы думаете, что зам хакима Марийского вилаята Агаджан Бекмурадов сможет победить или хотя бы в своем вилаяте, в заслуженном, где работает, собрать какие-то голоса и победить Сердара Бердымухамедова, вы наивно заблуждаетесь. По одной причине, что Сердара Бердымухамедова никто не знает в Марийском вилаяте. Агаджана Бекмурадова, он их земляк. Они готовы, весь Туркменистан готов за него отдать голоса, лишь бы не был Сердар Бердымухамедов. Но, естественно, этого не будет. Сейчас любой человек, кто будет там находиться, подаст свое, значит, заявление. И если это будут честные, правдивые, справедливые выборы, Сердар Бердымухамедов не наберет даже 5%. Мы в разных чатах проводим свои соцопросы. Он не набирает даже 10%. 3, 5, 7. Вот. Ситуация такая. То есть на разных чатах абсолютно к нам не относишься. Мы видим все опросы. К сожалению, не набираем. Ну, ладно, не будем говорить об этом. Вы можете сказать, вот в Туркменистане они песни поют, они, значит, за Бердымухамедова горой, потому что они хвалят его и говорят, в Туркменистане люди стоят с 5 часов в очереди за хлебом. В Туркменистане люди стоят в банках за деньгами, за зарплатой, за пособиями, за переводом, чтобы сделать, за всем стоят. С вечера занимают очередь. В Туркменистане не хватает им продуктов. Они прокляли этот режим и прокляли, что родились в Туркменистане. Все хотят уехать. Поэтому границы закрыты. С Туркменистана, чтобы выехать, надо заплатить $20 000. Надо дать взятки. Все в коррупцию ушло. 100%. То есть коррупция везде. Почему? Потому что руководитель этого бандформирования в виде правительства Туркменистана это Бердымухамедов. Это организованная преступная группировка. Сегодня власть в Туркменистане, значит, руководство правительства Туркменистана, это организованная бандитская группировка, коррупционная. На всех участках берут деньги. На всех. Самый злостный из них грабитель народа это Бердымухамедов и Рашид Мередов. Рашид Мередов берет деньги не только с тех людей внутри Туркменистана, он берет с тех людей снаружи Туркменистана. За каждый паспорт от 3 до 10 тысяч долларов он через посольство, консульство делает паспорта. За каждый прилет в Туркменистан он берет от 2000 долларов. На каждого человека. Теперь посчитайте. За каждый выход из Туркменистана человека берут 20 тысяч долларов. Там миграционная служба и Министерство иностранных дел по 10 тысяч. Поэтому родственники Рашида Мередова сейчас летят в Дубай, закупают по 11 миллионов долларов квартиры. Потому что деньги надо куда-то же вставлять. А родственники Бердымухамедова едут в Турцию, там цена упала, закупают золото. Вот, ну, у них своя жизнь. Народ это просто ничто. Поэтому и на голоса внимание обращают. Поэтому, как бы мы ни голосовали, этого ничего не будет. Давайте посмотрим со стороны логики, почему эти все-таки выборы не настоящие, почему эти выборы уже сфальсифицированы, почему эти выборы не выборы. Давайте посмотрим.
Вот я думаю, только в Туркменистане объявляют выборы меньше, чем за 1 месяц. То есть меньше, чем за 1 месяц вы обязаны собрать инициативную группу. То есть инициативная группа должна собрать 10 тысяч подписей и передать ее в Центральную избирательную комиссию. Далее, меньше, чем за месяц ты должен подготовить свою предвыборную кампанию, значит, назначить штаб, выбрать людей, переговорить, создать, подать все регистрационные документы, тебя должны зарегистрировать, подготовить предвыборную экономическую, социальную и политическую программу, донести это до людей, переговорить с ними, пройти теледебаты, пройти дебаты, просто проездить по Туркменистану, рассказать о твоей программе, чтобы люди видели, из чего они голосуют, и за кого они должны отдать свое будущее, свою будущую жизнь на ближайшие 7 лет. Как вы думаете, за месяц, при том, что страна на карантине, вы не имеете права с этого вилаята или с этого этрапа, района, поехать в другой вилаят или этрап, сможете ли вы это сделать? Я думаю, нереально. Только в диснейских мультфильмах это реально, потому что там они передвигаются со скоростью света. За такой короткий срок практически невозможно подготовить свою предвыборную программу. А почему? Потому что не думаю, что каждый кандидат будет сам писать свою предвыборную кампанию. Почему? Это такой объем работы аналитической, такой объем исследовательской работы, что одному человеку это непостижимо. И в то же время он же не только программу пишет, он же делает и другие вещи. То есть просто это нереально. Поэтому я думаю, что вот эти выборы нереальные. Они должны были там 2-3 месяца минимум быть, заранее объявить, заранее сказать, вот с этой даты подготовка пойдет, или там, я не знаю, как-то по-другому делается. Не так, что президент сказал, я ухожу в отставку, и в этот же день Меджлис назначает буквально в короткий срок выборы, и почему-то через сутки, через 2, сразу инициативная группа там в Демократической партии Туркменистана проводит быстро съезд свой, быстро очень, и назначает своего кандидата. Все как-то вот похоже на схему какую-то приготовленную с 2019 года. Если вы думаете, что президент Туркменистана покинул свой пост и уходит в отставку, мне придется вас разочаровать. Вы глубоко заблуждаетесь и в этот раз. Смотрите, президент Туркменистана до 11 февраля был президентом Туркменистана, автоматически премьер-министром, автоматически верховным главнокомандующим Туркменистана, председателем Государственного совета безопасности и председателем Халк Кеңеши, Халк Маслахаты, то есть парламента Туркменистана. На 5 должностях он сидел. То есть шансов кому-то в какой-то стороне прорваться по какой-то, значит, структуре ветви власти было просто невозможно. И в этот момент он говорит, я ухожу, вот устал, теперь вы, вот надо дорогу молодым. Он уходит с этого поста председателя, то есть президента Туркменистана, и автоматически премьер-министра Туркменистана, и автоматически верховного главнокомандующего войск Туркменистана. И почему-то в этот момент он сразу же по конституции Туркменистана становится председателем, то есть временным исполняющим обязанности президента Туркменистана до выборов, временным исполняющим обязанности премьер-министра Туркменистана до выборов и временным исполняющим обязанности верховного главнокомандующего войск Туркменистана. То есть он ничего не потерял. Почему я говорил, что он захватил все ветви власти? Потому что по нормальной процедуре, в нормальной стране, в стране, где Конституция работает и основана на всеобщей декларации прав человека и Международный пакт о гражданских и политических свободах, он должны были иметь 3 структуры, значит, 3 ветви власти. И если одна ветвь власти уходит в отставку, то другая часть заменяет и проводит выборы. Но, к сожалению, и другая часть, и третья часть – это все части Бердымухамедова. Поэтому ничего не изменилось. Это как на вокзале в наперстнички с вами играют, вы никогда не выиграете. Потому что все предопределено.
Эта схема началась в 2019 году. Поэтому мы просто видим завершение этой схемы. А то, что вот оппозиция может приехать, за рубежа любой человек может приехать. Уважаемый Бердымухамедов, вы прекратите обманывать туркменский народ и весь мир, или же вы будете продолжать и в качестве председателя Народного собрания, то есть парламента. Как можно приехать в Туркменистан, если дороги закрыты? Как можно приехать просто в город Ашхабад, если с Вилаята все дороги закрыты, чтобы себя зарегистрировать? Если все авиасообщения закрыты и работают только чартерные рейсы ваших родственников, как мы, люди, граждане Туркменистана, можем подать заявление и прийти, значит, зарегистрироваться в избирательной комиссии? Мы можем письмо отправить, оно, конечно, дойдет, но из-за бюрократических всяких ловушек ничего не получится, это же понятно. Поэтому надо перестать обманывать туркменскому правительству, потому что весь мир сейчас будет смотреть. Мы, как народное движение, демократическое движение, демократический выбор Туркменистана, будем давать информацию о проходящих выборах. Тем более я кандидат от демократической оппозиции, выставлен как единый кандидат. Я обязательно буду сообщать, как проходят выборы, пытаться зарегистрироваться, все делать как по процедуре, как по положению, как положено. Но, тем не менее, хочу сразу сообщить, да, согласно этой Конституции, которая шла с 92 года, которая первый раз в 92 году была принята на основе Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и политических прав граждан Туркменистана, то есть все политических прав всего мира, граждан всего мира, на основе этого была сделана Конституция 92 года, которая 7 раз изменялась, резалась, отрезалась, и подогнали эту Конституцию только для одного человека. Поверьте, я ее ознакомился с этой Конституцией, ознакомился с законом о выборах. У вас нету никакого шанса, что вы внутри проживаете, что вы снаружи проживаете, зарегистрироваться даже кандидатом. А уже проводить предвыборную кампанию, это вообще бюрократическая процедура, вам даже не дадут. Те люди, которые придут на собрание, их арестуют просто. Поэтому это не выборы в Туркменистане, это желание одного падишаха Бердымухамедова назначить своего сына. Кто проводит выборы? Не Центральный избирательный комитет. Выборы проводит Комитет национальной безопасности. Он контролирует все участки, хакимов городов, вилаятов, избирательные участки. Представители сидят, дежурят, чтобы эти голоса, как говорится, в клюве принести в избирательный участок, Центральную избирательную комиссию. И эта Центральная избирательная комиссия под контролем их приносит результат Бердымухамедову. Бердымухамедов всю свою карьеру в качестве президента управлял страной только через Комитет национальной безопасности. И сегодня выборы это проводит не Центральная избирательная комиссия, а Комитет национальной безопасности. А кто выборщики? Весь административный ресурс, который работает на государство. Голос народа даже не считается. Поэтому я, исходя из этого, обращаюсь ко всем туркменистанцам. Вчера мы на нашем штабе предвыборной кампании обсуждали этот вопрос с нашими активистами, и мы пришли к выводу. Мы рассматривали разные варианты. Не приходить на выборы, игнорировать, значит, голосовать за одного кандидата и так далее, и так далее, и так далее, сделать умное голосование. Но если в 12 часов ночи эти все голоса снимаются, ставятся в мешок и сжигаются, и они заменяются другими бюллетенями с галочками, то любое умное, сверхумное голосование ничего не даст. То, что я советую каждому гражданину Туркменистана, прийти на выборы, выполнить свой гражданский долг, где бы ты ни был, ближайшее посольство, ближайшее консульство, ты должен прийти, там есть избирательный участок. Если ты в Туркменистане, обязательно прийти, не падать духом и сказать, взять бюллетень, вычеркнуть всех кандидатов или выбрать одного кандидата. Можете Сердара Бердымухамедова или другого. Если вашего кандидата нет в этом листе, от руки напишите своего кандидата
Если вы от руки напишите кандидата, вы сложите свой бюллетень вот так, самолетиком, и бросайте в урну. Чтобы вот эту урну, когда мы видели, мы знали, что там большинство голосов против Сердара Бердымухамедова. Всем выборщикам Сердара Бердымухамедова я не рекомендую делать так. В реальности за Сердара Бердымухамедова голосовать никто не собирается. Только Комитет национальной безопасности насильно, но и там есть нормальные, трезвые люди, справедливые, которые нормально понимают происходящую ситуацию и готовы что-то изменить страну. Все преподаватели, все директора школ, все руководители избирательных участков, Центральная избирательная комиссия, я ко всем обращаюсь. Любая фальсификация – это уголовное дело. Это преследуется не сегодня. Поверьте, демократия победит. И вы будете отвечать, мы поднимем все документы, и вы будете отвечать. В ближайшее время, даже если назначится Сердар Бердымухамедов, мы победим в очень ближайшее время. И все, кто эти нарушения делал, уйдут на 5 лет. Согласно Конституции Туркменистана, согласно Уголовному кодексу. Поэтому это самое страшное преступление, которое можно сделать, потому что вы не просто убиваете одного человека. Вот, 150 человек в месяц умирает из-за режима, диктаторского режима. В день 5 человек умирает. То есть вы подделкой этих документов убиваете в день 5 человек. Дальше будет еще хуже. То есть ваша уголовная ответственность, уголовное преступление имеет конкретные результаты. То есть люди гибнут. Поэтому все, что вы сделаете, если вы член избирательной комиссии, у вас есть подпись, вы будете подписывать протокола. По этим протоколам мы вас найдем. Мы поднимем всех людей, которые в участках голосовали, и спросим, за кого они голосовали. Они знают. Поэтому мы вам говорим, граждане Туркменистана, голосуйте как положено. Не волнуйтесь. Даже если сожгут ваши бюллетени, это будет второе их преступление, за которое им дадут дополнительные года. Преподаватели, директора школ и директора вузов, Министерство образования, я ко всем обращаюсь. Вам надо нарушать закон из-за Бердымухамедовых? Нет. Вас давит, не давит, скажите, уберите меня с работы, если я не сделаю. Я не могу это сделать. Завтра оппозиция придет к власти, это 100%. Завтра народ станет, поменяет. Он не может еще 30 лет жить так. Мне придется отвечать. Полгода, из-за полгода работая у вас, а через полгода идти в тюрьму, лучше я полгода не буду работать у вас. Я уже безработным продержусь. Зато меня через полгода в тюрьму не посадят на 5 лет. Зато я в тюрьму из-за Бердымухамедова сидеть не буду. Вот вы подумайте, вы объясните вот так. И Комитет национальной безопасности, и другим. И скажите Комитет национальной безопасности, давайте вы станьте членом избирательного участка, и вы подпишите вместо меня. То есть, вы понимаете, какие преступления? Я еще раз обращаюсь к преподавателям, директорам. Относитесь к своей стране серьезно, выполните свой гражданский долг и любите свою родину. Будьте патриотами. Разницы нет, кто будет президент, но чтобы это было справедливо и честно и открыто. Есть много вопросов. Как будут эти выборы проходить, если наблюдателем является только Комитет национальной безопасности? Почему нету наблюдателей из народа? Почему не обозначен наблюдатель из народа? Почему те люди, которые придут от народа стоять будут, их прогонят? Почему прогоняют? Есть много вопросов. Это не выборы. Это назначение Бердымухамедова своего сына президента. А выборы проводит и организовывает Комитет национальной безопасности. Не Центральная избирательная комиссия. А выборы осуществляют, то есть выборщики, это все люди, которые работают на государственном предприятии. Поэтому я прошу убедительно всех граждан Туркменистана, поддерживайте демократическую оппозицию, поддерживайте нас. Мы ваши права отстоим. Мы этих людей привлекем к ответственности, которые воруют ваше будущее. Мы привлекем к ответственности Бердымухамедова и его сына, которые на протяжении уже 16 лет грабят нашу страну. Их родственников,
Рашида Мередова, Храмова Виктора мы привлечем к уголовной ответственности. Голосуйте за будущее Туркменистана, за демократию. Туркменистан только вперед. Спасибо.